Рад вас видеть, братья и сестры. Я не думал выходить за кафедру, но вот брат Сергей говорил о том, что как наша жизнь скоротечна. Вот быстро пролетела, да? Вот как я часто вспоминаю послание Иакова, пишет там: наша жизнь как пар, являющийся на малое время и тут же исчезающий. 2-3 секунды, и его нету. Вот такова наша жизнь. И знаете, вот недавно с Николаевной, Антониной Николаевной по телефону беседовали, сознавались. И вот помните вот такие две истории в Евангелии от Луки и Марка, там, когда Иисуса Христа пригласил фарисей кусить хлеба, и пришла, написано, женщина, грешница, стала посреди ног Иисуса Христа и слезами начала омывать ему ноги и волосами оттирать. А фарисей себе думает, вот если бы он знал, если бы он был пророк и знал, что за женщина и какая же, кто прикасается, то он бы, наверное, не позволил такое сделать. И знаете, мы не знаем, это, грешница, как сегодня говорят, простите, женщина с пониженной социальной ответственностью, как у нас говорят сейчас, принято. Почему она начала заниматься этим таким делом, нам неизвестно. Но видно, ей не нравилась эта жизнь такая, что она пришла к Иисусу Христу. Я вспоминаю вот 90-е годы, в конце 90-х, когда только уверовал, слушал трансмировое радио, и, по-моему, Александр Шмут, там такой проповедник, кто слушал, рассказывал, там в Харькове или в Одессе, там, или в Киеве решили братья провести служение вот для таких женщин. Там их много собралось, и в конце служения там их человек 20, наверное, покаялось. Но потом прошло некоторое время, и только несколько человек поменяли свою профессию, пошли где-то работать, а остальные вернулись к вот этой жизни. Потому что, знаете, легкий заработок. Хотя, может быть, вот я хочу сказать про эту женщину, может быть, не от хорошей жизни она начала заниматься этим делом. Я помню, читал книгу «Жена пастора», что ли, я уже не помню. В Румынии, когда вот во время, советские войска вошли в Румынию, освободили, там этот коммунистический режим восстановился. И там этих христиан начали, гонения на христиан. И вот семья там жила, мама, 2 дочери, отца за веру арестовали. И надо жить как-то. На работу их нигде не берут. Они там все, что можно было, продали. Все, с голоду умирать. И вот эти 2 дочери пошли и начали заниматься вот этим делом. Для того, чтобы выжить. Может быть, и эта женщина тоже от безысходности занималась этим делом, но она, видите ли, услышала об Иисусе Христе. Знаете, люди, я вот сам о себе хочу сказать, что просто так люди не приходят к Богу. Я с многими беседовал, с людьми, свидетельствовал, это все басни. Вот перед Богом придется ответить. Да я найду, что сказать Богу, понимаете? Я говорю, вот притча такая есть там. Христос рассказал, брачный пир, и пришел там один в небрачной одежде. Его спрашивают, а как ты сюда попал? Он молчал, вот говорю, ты будешь молчать, тебе не найдется, что... Ничего, я разберусь, понимаете? Вот люди просто не понимают. Они думают, что так же вот беседа будет с Богом, как с человеком. Но это будет далеко не так. И вот эта женщина услышала об Иисусе Христе. Ее, наверное, мучило вот это состояние ее. Она пришла к Иисусу Христу. И вот когда этот фарисей помыслил, Иисус Христос задает ему вопрос. Помните, там про 2 взаимодавцев спросил, кто больше, которому больше простил. Иисус говорит, вот
Я пришел к тебе в дом, ты мне даже воды на ноги не подал. Она мне слезами омыла ноги и волосами отерла. Ты мне целования не дал, она мне вот не перестает ноги целовать. Поэтому прощаются грехи ее многие. И говорит этой женщине: прощаются тебе грехи, иди с миром. И я верю, что в этой душе, в сердце этой женщины вот пришел этот мир, который только Бог может дать. И вторая ситуация похожая. Помните, 8 глава от Иоанна, когда к Иисусу Христу, вот эта женщина сама искала, знаете, встречи с Иисусом Христом. А эта женщина, которую взяли, написано в прелюбодеянии, привели к Иисусу Христу. Знаете, иногда, как Слово Божье говорит, вот, помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы нам не изнемочь душами, чтобы вам не изнемочь душами вашими. Вот иногда, знаете, лежу и размышляю вот об таких вот ситуациях. Вот эта женщина, прелюбодеяние взята, значит, она была замужем, у нее был муж, семья была, дети, наверное, были. И чего вот ей не хватало, непонятно, понимаете. Но грех, как говорится, этот бред, сатана, он губит человеческие души. И когда ее вели, она, наверное, очень сожалела о том. Она уже сама себе, наверное, подписала смертный приговор. Потому что в законе, помните, если читаете Ветхий Завет, книга Левит, там или Второзаконие, там написано, что таких надо было побивать камнями. И вот она, наверное, размышляла, а что будет с моими детьми? А о моих родителях? Их же там, наверное, все презирать будут. Что я наделала? Сожалела, но уже было поздно, понимаете? Привели к Иисусу Христу и задают вопрос. Вы знаете, мне 2 эпизода таких вот. Вот этот и второй, когда у Иисуса Христа задали вопрос, давать подать кесарю или не давать. И знаете, вот если бы не читать дальше, то безвыходная ситуация. Сказать давать, это ты против нашего народа, надо оккупантам это, деньги давать. А сказать не давать, значит, ты против кесаря, против царя. Вот безвыходная ситуация. А Иисус Христос говорит, дайте мне динарий. Покажите, что изображение, надпись кесаря. Ну вот это давайте кесаря, его кесарю, а Божье Богу. Вот эта женщина тоже задает вопросы Иисусу Христу. Вот в законе написано, что таких надо побивать камнями. А ты что скажешь? Тоже вроде бы безвыходная ситуация. Ты же вот такой милосердный, прощающий, что ты делаешь? Сказать, что простить им надо. А как? А ты, значит, против закона Моисеева, против Божьих установлений? А Иисус Христос опять задает же вопрос. Вопрос на вопрос. А кто из вас без греха? Первый брось на нее камень. И как написано, побросали камни все и разошлись. И осталась женщина одна. Иисус Христос задает вопрос. Где твои обвинители? Никто тебя не судит. Никто, Господи. Она называет Иисуса Христа Господом. Она поняла, что перед ней тот, кто имеет вот эту власть, как написано, прощать, миловать. И Иисус Христос говорит, я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. И вы знаете, я вот разлежал, размышлял как-то, а как вот ей теперь пойти домой? А как быть? А что скажет муж, а соседи, а люди? Мы часто, знаете, боимся человеческого осуждения, что вот нас там, ну, так сказать, побьют камнями, ну, условно так сказать. Да. Мы боимся человеческих суждений. А вот то, что о нас думает Бог. Помните, Павел пишет, я, как же, сейчас вспомню, как обмыслите, что думаете обо мне вы? Для меня вот важнее, что обо мне думает Бог, Христос. Понимаете, вот нам надо заботиться больше всего о том,
что о нас думает Бог, а не о том, что о нас скажут люди. И вот, знаете, вот размышляя над этими, и вот встреча, это вот первая женщина, которая пришла, ноги утирала, она искала встречи с Иисусом Христом. А вторая эта женщина, она даже и не думала об этом. Но вот эта встреча произошла. И знаете, каждому человеку, однажды пришедшему в этот мир, какой бы он национальности, нации, расы не был, какого-то социального статуса или вероисповедания, какой-то религии, однажды эта встреча состоится или здесь, или в вечности. Но она обязательно состоится. Но здесь встреча эта, когда происходит, человека с Богом, с Иисусом Христом, есть шанс на прощение, на милость, на вечную жизнь. А там уже придется встретиться как с судьей. Поэтому дал бы Бог, чтобы еще многие люди познали эту милость. И слава Богу, что нас, вот Бог, нам дал вот вкусить, как благ Господь. Ему за все слава и хвала. Аминь.